Здравствуйте, мои дорогие любимые, с вами снова Карина. И сегодня мы погадаем с вами на одну позицию, на трудные отношения. Мы с вами разберем вашу ситуацию трудных отношений. Мы посмотрим такой вот развернутый расклад. Все-таки есть какой-то выход или уже этого выхода нет. И гадать я буду на вот этом замечательном оракуле. У нас с вами будет все подробно. Да? Если вдруг расклад вам не подошел, а это вполне вероятно, потому что не обязательно, что всем одинаково подходит расклад, да? То вам просто нужно посмотреть будет другое видео на подобные темы. Или у меня есть и на 3 позиции подобные расклады. Но вот этот расклад именно на одну. Видите, тут у нас вот такие яркие, интересные карты со словами, да? И это очень помогает в данных раскладах. Первая карта покажет, что происходит в ваших отношениях сейчас. Что происходит в отношениях. Расклад «Трудные отношения». И дальше уже мы будем смотреть вот по вопросам. Всего расклад включает 8 карт, 8 вопросов. Итак, что происходит у вас в отношениях? Вышла карта «Подарок». Вот это замечательная карта. Даже несмотря на то, что у вас трудные отношения, скорее всего, вы с данным человеком тянетесь друг к другу. И, вероятно, тот человек, которого вы загадали, да, если это мужчина, какие-то хочет оказать вам, как женщине, знаки внимания. То есть это могут быть подарки, это могут быть даже безделушки, но что-то сделанное с любовью, от души. Может быть, даже хорошие слова. Если же вы загадываете женщину, она ждет от вас подарков. Но даже иногда женщины дарят своим любимым подарки. Сюрпризы делают какие-то, да. Может быть, там надевают красивое белье, платье, делают макияж, прическу. Это тоже своеобразный подарок. Готовят вкусный ужин. Вот какой-то может быть такой приятный сюрприз как от мужчины, так и от женщины. Иногда мужчины готовят вкусный ужин, приглашают в кино. То есть, понимаете, здесь видно, что трудные отношения, все, да, допустим, вы загадали, но люди любят друг друга, тянутся друг к другу, да. И может быть уже вот в первой карте есть некоторая надежда. Теперь посмотрим главную проблему ваших отношений, главную проблему. А какая здесь главная проблема? Главная проблема падает – работа. Вот работа. Вот даже не обязательно какие-то люди, вредители, порчи, а элементарно упирается все в работу. То есть либо человек много на работе проводит времени, вы устаете, да, мало видитесь. Может быть, вы на работе пропадаете, не можете уделить столько внимания этому человеку. А с другой стороны, карта может показывать для некоторых пар, что кто-то из вас работу найти не может. И сидит буквально на шее у другого. И, соответственно, это очень удручает, да, это очень печалит, что в первом случае, что во втором случае. Еще эта карта иногда показывает, что каждый из вас должен трудиться над отношениями, вкладывать туда силы одинаково друг с другом, а не игра в одни ворота, когда один из вас трудится на благо отношений, старается, а второй пассивный, ничего не делает для отношений и еще чего-то хочет. Хорошо, а теперь давайте посмотрим с вами, что вызывает негатив. Или кто, может быть, да? Но главную проблему мы обозначили. Так, что вызывает негатив? Или кто? Вот видите, вышла карта лицемерие. Это может быть вот, либо в самих отношениях лицемерие, да? Кто-то из вас не совсем вот такой открытый, честный. Либо есть действительно человечек лицемерный в вашем окружении. Кто из-под тишка вот что-то вот может сплетенки разносить,
вот подначивать. Вот это тоже очень влияет негативно на ваши отношения. И понимаете, вот есть люди, у которых завышенный уровень честности, справедливости. Может, это один из вас такой. А второй не так вот скрупулезно к этому относится. А обычно честные люди, справедливые люди терпеть не могут врунов, лицемеров и тех, кто постоянно что-то выкручивает. Естественно, из-за этого могут быть скандалы, ругань вот постоянно, да, потому что изворотливенький один человечек может быть ваш партнер или партнерша. А вы, допустим, может быть честный человек. Человек может подхалимничать к вам, а вы видите насквозь, да, и вас это бесит, вы ругаетесь сразу же. И с другой стороны, может быть, это какая-то соперница или соперник хочет убрать вас с пути, да, нечестными методами. Могут быть сплетни, может, кто-то нелестно отзывается о вас, позорит ваше имя, может быть, да. И причем кто-то лицемерный, то есть из вашего окружения. Вот видите, тут у нас и то, и другое выпало, да. Все, так скажем, факторы, которые наиболее влияют негативно на отношения. Хорошо, давайте тогда посмотрим, что держит вас вместе. Вот смотрите, у нас карты просто так выпали. Укрепление и вынашивание. Значит, скоро в отношениях все будет хорошо. Даже знак беременности выпал. Так, что держит вас вместе? Давайте посмотрим. Опять же, это карта вынашивания. Ух, как интересно, ух, как интересно. С одной стороны, карта действительно может показывать беременность. Прибавление в семействе, это может держать вместе людей. Желание обрести там ребеночка, продолжение рода. Да, если у вас даже уже есть дети. Но бывает, вынашивание указывает совершенно на другие вещи. Она может говорить о каких-то новых идеях вместе, о чем-то новом вместе, вынашивание планов на будущее. Может быть, вы строите планы на основе общих интересов. Вы ищете верное решение друг для друга, чтобы вот ужиться вместе. Вы заинтересованы друг в друге, и чтобы победить любой негатив в этих отношениях. То есть вас интересует развитие этих отношений. И это, естественно, вас объединяет. Давайте еще даже карту посмотрим, что вас объединяет. Что приблизит вас друг к другу, да? Видите, опять же детство. Карта какого-то вот ребенка. Вынашивание, ребенок. Так интересно. Для многих это будет знаком. Но для других, опять же, новое начало. Новая жизнь, смена обстановки. Как будто бы люди там, не знаю, вместе могут переехать, могут что-то начать вместе новое. Даже бизнес иногда. То есть в любом случае не надо так накручивать ситуацию. Дети же, они беззаботны, они просто живут. Они не думают каждый день тяжелые мысли, как мы, взрослые. Может быть, вам стоит взять с них пример? То есть вас объединит легкость, вас объединит не накручивание вот это, да? А когда развлекаетесь вместе, когда вам вместе весело, когда вы смеетесь, когда вам хорошо. Что можно сделать для изменения ситуации в лучшую сторону? Проявить интуицию. То есть почувствовать, а как лучше, а как правильно. И, скорее всего, ваш внутренний голос уже пытается что-то вам сказать. То есть сердце ваше говорит правду по поводу этого человека. И стоит к вашему сердцу прислушаться. И, конечно, может быть иногда неопределенность в отношениях. Вы растеряны, вы находитесь в каком-то, ну не знаю, там, вакууме даже, да? Не знаете, какое решение принять. Но внутри у вас есть уже это решение. Сосредоточьтесь на тишине, помедитируйте, и вы это решение обязательно услышите. Давайте посмотрим ваши ближайшие перспективы отношений с этим человечком. Вот как раз-таки нужно будет делать выбор в самом ближайшем будущем. Вместе мы все-таки или уже раздельно. Конечно, когда человек колеблется, когда не знает, нужен ему любимый человек, не нужен, хочет он продолжать эти отношения с проблемами или нет. Трудные же отношения, да? И вот когда в выборе, это всегда отягощает жизнь. Нужно научиться принимать решения. Вот на сегодняшний день вам нужно решение.
И, естественно, в ближайшем будущем высшие силы заставят вас его принять. Да, бывают трудные времена в нашей жизни. Да, бывает, что нужно принять судьбоносное решение. И вся дальнейшая ваша жизнь с любимым человеком будет зависеть от этого решения. Но, конечно, оставляйте позади что-то одно и встречайте свое будущее либо с ним, либо без него, это вам решать. Но задумайтесь, ведь у вас есть интуиция, сердце-то уже подсказывает, да, и вам будет легче сделать выбор, вот этот сложный, когда вы все-таки посидите в медитации, хорошо помедитируйте, подумайте, послушайте себя, свое высшее Я. Конечно, вам страшно принять неверное решение. Но на самом деле, если вы это решение не примете, вот тогда вы очень сильно измучаете и себя, и любимого человека. Теперь давайте посмотрим перспективы на более отдаленное будущее между вами. Вышла карта одиночества. В данный момент у вас есть все перспективы остаться без этого человека. Возможно, вы примете решение не в его пользу. Может быть. То есть все взвесив, поняв, что, вот, допустим, человек недостойный, да, или слишком много врагов, или еще что-то, не вкладывать силы в отношения, вы, может быть, решите, что пора уже расставаться. Ну, давайте уточним эту карту. Разница, карта разница. Вы видите, что вы слишком разные. Он русал, а вы девушка. Поэтому вам очень сложно быть в отношениях с этим человеком. И, соответственно, вы, скорее всего, примете решение уйти. Вы можете дать ему шанс. Это же перспектива на отдаленное будущее. Попробовать еще раз испытать этого человека, попробовать дать ему шанс измениться. Да? Но вот то, что сейчас есть, вас не устраивает. Может, его сюрприз все изменит или еще как-то. Но вот то, что сейчас есть, вас не устраивает. И внутри интуитивно, может, вы тоже уже думаете, что не устраивает. Посмотрите, послушайте. То есть вы слишком разные, как вы считаете подсознательно. И, соответственно, думаете, что человек уже и не изменится никогда. Может быть, вы встретите даже кого-то другого. То есть будете без этого человека, вы слишком разные, я отдаляюсь от тебя, да. Может, вы встретите кого-то другого. Может быть, вы мужчина, но тогда вы с девушкой слишком разные, да. То есть это не важно, кто гадает. Важно то, что у вас есть все шансы уйти, если вдруг человек действительно очень негативный. И опять же, это на сегодняшний день такой прогноз. Это не значит, что вы действительно расстанетесь. Это совершенно этого не означает. Просто пока ваши внутренние весы склоняются в сторону расставания. Вот и все. Ну, вот такой вот ответ у вас получился. Если срезонировало, пишите. Если нет, ну, значит, просто не ваш расклад. И до новых встреч.